Накануне Дня народного единства в Центре национальных культур прошел увлекательный квиз «На север за Памом Бурмортом». Так называется сборник рассказов великого коми-ученого, этнографа, писателя и философа Калистрата Жакова. Всю свою жизнь он посвятил изучению и прославлению коми-края. В тематическом квизе приняли участие 4 команды, в состав которых вошли студенты Интинского филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа и представители разных национально-культурных обществ. Игрокам необходимо было пройти 3 раунда, ответив на вопросы, посвященные Республике Коми. За каждый правильный ответ командам начислялись баллы. Какой город в 1940 году вошел в состав Республики Коми? И к какому региону относился раньше? Итак, какой город в 1940 году вошел в состав Республики Коми? И к какому региону относился раньше? Могу дать подсказку, что это самый северный город. Но к какому региону он раньше относился, вы должны догадаться. Нет, Сашанская область, Архангельская. Архангельская. Не, на самый северный город Воркута. Да, это северный, третий. А раньше Архангельскому относился, наверное, да. Нет, с каким регионом? Нет, это просто ничего не Воркута. Нет, здесь надо регион тоже. Подожди. Первый раунд назывался «Биармия. Страна огненных белок». Так, по легенде, называлось место обитания финно-угорских народов на севере России. По условиям игры командам необходимо было ответить на 10 вопросов, посвященных географии Республики Коми и соседних регионов. На размышление давалась всего 1 минута. За каждый верный ответ начислялся 1 балл. Но только при условии точной и полной формулировки. Задача оказалась не из легких. Первый вопрос у нас был: сколько сегодня муниципальных образований входит в состав Республики Коми? 20. Второй вопрос был: какой город в 1940 году вошел в состав республики? Город Воркута. Он раньше относился к Ненецкому автономному округу. Третий вопрос был: с каким регионом северо-запада России имеет сам Архангельская область? 1329 километров. Сосногорск, как раньше назывался Ижмой, город Ижма. Самое большое болото — это называется океан, болото-океан. Следующее, первый летчик — это Петр Истомин. Киров назывался Вятка или Хлынов. Несмотря на то, что большинство игроков с рождения живут в Республике Коми, задания для участников квиза оказались достаточно сложными. В 1783 году в Петербурге был разработан генеральный план застройки одного из северных городов России, до этого имевшего всего пару улиц. 16 января 1784 года генеральный план города был утвержден указом Екатерины II. Город разделили на 26 кварталов, в которых намечалась дюжина параллельных улиц, 7 из них прямыми лучами, веером расходились от излученной реки, опять пересекали их под прямым углом и шли параллельно реке. Веерная планировка напоминала столичную, и ее следы по сей день сохранились в исторической части города. На пересечении центральных улиц разместилась главная городская площадь. В топографическом описании того времени говорится так: фигуру имеет нерегулярного пятиугольника. Окружается с восточной стороны рекою, с южной, западной и северной лесами. В длину простирается на 5, в ширину на 2, а в окружности на 4 версты. О каком городе идет речь? 3 раунда состояли из 19 тематических вопросов. По итогам квиза, пока члены жюри подсчитывали баллы, для участников игры была подготовлена концертная программа. Считала я себя красавицей, все гадала, на ромашках на лугу не могу поверить, с любовью справиться, приказать я сердцу не могу, а я твердила, мне другие нравятся, и обходила дом той стороной, но ничего поверь не боюсь.
Подобные квизы в Центре национальных культур проводятся регулярно. Простых заданий, как правило, не бывает, но это не останавливает интинцев, и игры всегда пользуются большой популярностью. Члены нашей команды – это участницы коми-общества и участницы украинского общества. Почти все проживают давно уже, а некоторые даже здесь родились. Вопросы были очень сложные, потому что последний раз в таком мероприятии мне, наверное, приходилось принимать участие очень давно, в школьные годы. Но было очень интересно, много чего. Мы узнали в первый раз, мы не знали. Для нас это было открытием. Мы почерпнули новые знания, новые сведения. Все было очень интересно. Мы очень хотели узнать о нашей республике Коми много всего нового. Мы узнали, у нас команда очень дружная. Мы очень рады, что мы поучаствовали в этом мероприятии. Эти вопросы, конечно, были каверзные. Некоторые вопросы мы сами, как организаторы этого мероприятия, не знали ответы. То есть это дает нам для развития, для того, чтобы мы знали нашу республику больше. А когда ты проводишь это людям, и они тоже, они, во-первых, переживают, они все отказываются, не хотят участвовать в этом конкурсе, потому что мы ничего не знаем. Но когда они приходят, начинают вникать, то да, они получают огромное удовольствие. Вопросы им всем нравятся, они узнают много о нашей республике, потому что у нас же очень много есть и приезжих в нашем городе, которые живут недавно, да? То есть они вообще про республику ничего не знают. Но я думаю, что это как развитие для наших участников, а игры мы проводим уже давно. Мы проводили для воспитателей детских садов, для бывшего ИПТ мы проводили. То есть мы периодически проводим такие квизы, потому что они пользуются спросом у наших горожан. Члены жюри недолго подсчитывали баллы и совещались. По итогам было принято решение, что победила дружба. Команды получили от организаторов квиза благодарности и небольшие подарки.